Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Батиста Леумана. На встрече были обсуждены нынешние состояния и перспективы отношений Таджикистана и Франции, как на двусторонней основе, так и в рамках партнерства с Европейским Союзом. Стороны выразили удовлетворение от очередной встречи и обменялись мнениями относительно планов и намерений, придающих импульсы двусторонним и многосторонним партнерским отношениям. Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Батиста Леуман передал президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, приглашение президента Французской Республики Эммануэля Макрона посетить Францию. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, это послание назвал знаком внимания руководства Франции вопросом дальнейшего продвижения партнерства двух стран. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность Франции за поддержку инвестиционных проектов, имеющих национальное и региональное значение, проектов частного сектора, сельского хозяйства и социальной сферы, а также за поддержку международных инициатив Таджикистана в водной сфере, в особенности относительно последствий изменения климата и управления водными ресурсами и борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Как мы сообщали ранее, 16-17 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, находился в Российской Федерации с официальным визитом. Церемония официальной встречи высокочтимого гостя президента Республики Таджикистан состоялась в аэропорту Внуково-2 города Москва. В рамках официального визита лидер нации провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Текущие вопросы и перспективы отношений сотрудничества Таджикистана и России вначале были обсуждены на встрече глав двух государств, а затем на встрече с участием широкого состава делегаций обеих стран. 16 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в город Москва Российской Федерации с официальным визитом. Церемония официальной встречи высокочтимого гостя, президента Республики Таджикистан, состоялась в аэропорту Внуково-2 города Москва. Главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, горячо и тепло встретили высокопоставленные представители правительства Российской Федерации. Для достойной встречи площадь аэропорта была украшена флагами двух государств. Выстроилась рота почетного караула подразделений вооруженных сил гарнизона города Москва и военный духовой оркестр. После доклада командующего почетным караулом в честь высокого гостя здесь же прозвучали государственные гимны двух стран. На церемонии официальной встречи президент Республики Таджикистан прошел перед почетным караулом и отдал честь штандарту роты. Также рота почетного караула подразделений вооруженных сил прошла почетным маршем перед высоким гостем. 17 апреля, второй день официального визита основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Российскую Федерацию, начался с возложения венка к могиле неизвестного солдата. На церемонии возложения венка в Александровском саду был выстроен почетный караул и оркестр. Военный комендант Москвы доложил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону о построении и готовности почетной гвардии к проведению церемонии почитания памяти борцов за свободу. Затем глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, под звуки церемониальной музыки возложил венок возле вечного огня, который является символом памяти и признания заслуг солдат, погибших за свободу, и минутой молчания выразил уважение государственным ценностям Российской Федерации. Затем 10 раз прозвучал бой курантов и был исполнен государственный гимн Республики Таджикистан. После исполнения государственного гимна Таджикистана почетный караул прошел торжественным шагом перед президентом страны Эмомали Рахмоном и участниками церемонии возложения венка. На церемонии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали высокопоставленные представители правительства Российской Федерации. 17 апреля в рамках официального визита основателя мира и национального единства, лидера нации,
президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию в Кремле состоялись встречи и переговоры высокого уровня Таджикистана и России. Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона встретил президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемый Мамаль Шарипович, уважаемые друзья, нам очень приятно встречаться с вами в Москве. Нам нет необходимости характеризовать наши отношения, это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова, отношения стратегического партнерства. У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем в рамках ОДКБ и на двусторонней основе. Развиваются экономические отношения. Мы сегодня будем возможность поговорить об этом поподробнее, хотя мы с вами уже почти в течение часа перед этой официальной встречей уже имели возможность поговорить и сделали это, обсудили уже ключевые некоторые направления нашего взаимодействия. Ну, сейчас с участием коллег и в таком узком составе, затем и в более широком. Поговорим по каждому из этих направлений в отдельности. Мы вас очень рады видеть. Добро пожаловать. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за приглашение посетить Российской Федерации с официальным визитом. Россия – ключевой стратегический партнер и союзник Таджикистана. Россия занимает лидирующее место торгового экономического сотрудничества Таджикистана. На подъеме находится сотрудничество сторон культурно-гуманитарной сфере, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности. Уверен, что сегодняшние встречи придадут новый импульс к дальнейшему углублению всего комплекса взаимоотношений наших стран. Спасибо. Еще раз. Текущие вопросы и перспективы отношений сотрудничества Таджикистана и России вначале были обсуждены на встрече глав двух государств и затем на встрече с участием широкого состава делегаций обеих сторон. Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с прибытием в страну и выразил уверенность, что результаты этого визита придадут новый импульс укреплению и расширению партнерских стратегических отношений двух стран. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в свою очередь выразил благодарность президенту и правительству Российской Федерации за приглашение с официальным визитом и теплый прием. Главы двух государств Эмомали Рахмон и Владимир Путин подчеркнули свою устойчивую заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении всестороннего сотрудничества Таджикистана и России. На встрече были обсуждены пакет актуальных вопросов стратегических отношений стран, широкая тема международных и региональных связей, представляющих интерес для сторон. Обе стороны выразили удовлетворение неуклонным развитием сотрудничества в политической, гуманитарной, военной, военно-технической сферах и по другим направлениям двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что политические переговоры высокого уровня, богатый опыт сотрудничества, взаимное доверие и понимание, благоприятная правовая основа дали возможность для большего расширения связи между двумя странами. Российская Федерация остается торговым и экономическим партнером Таджикистана, а объем товарооборота в прошлом году между двумя странами составил более $1 миллиарда. Привлечение инвестиций России в экономику Таджикистана также превышает этот показатель. Сельскохозяйственная сфера была названа перспективным направлением сотрудничества двух стран, и в ходе встречи особо был подчеркнут вопрос увеличения ввоза сельхозпродукции из Таджикистана в Россию. На этом фоне была признана целесообразность использования российских технологий по переработке пищевых продуктов, учреждения Центра оптового распределения в Таджикистане и координации долгосрочной сертификации сельскохозяйственных продуктов из Таджикистана на рынке России. В ходе встречи стороны
стороны проявили интерес к вопросам развития и расширения межрегиональных отношений, сотрудничества в энергетической, топливно-энергетической сферах, инвестирования в сферы пищевой, текстильной, тяжелой и горной промышленности, продолжение исследований в перспективных нефтегазовых районах Таджикистана, создание совместных производственных предприятий, экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию, транспорта, логистики и туризма. До сегодняшнего дня Таджикистан наладил взаимовыгодные отношения с 80 регионами Российской Федерации. В ходе встречи было подчеркнуто, что проведение бизнес-форумов с участием предпринимательских кругов обеих стран и конференция по межрегиональному сотрудничеству могут служить как фактор расширения торгово-экономических отношений на благо стран. На встрече был обсужден ход реализации мероприятий по решению вопросов трудовой миграции, в том числе амнистии части граждан Таджикистана, улучшению условий пребывания мигрантов, и было отмечено, что продолжение подобных мер, в том числе продление срока регистрации и патента для деятельности мигрантов, будет на пользу дела. В ходе обсуждения вопросов по безопасности стороны уделили внимание обеспечению региональной безопасности, совместной борьбы против угроз современного мира, таких как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и организованные транснациональные преступления, сложная ситуация на государственной границе с Афганистаном, а военное и военно-техническое сотрудничество были расценены как приоритетные направления в отношениях Таджикистана и России. На встрече стороны обсудили процесс сотрудничества в культурной и гуманитарной, научной и образовательной сферах, обеспечение преподавателями русского языка учебных заведений Таджикистана, учебы таджикской молодежи в вузах России, реализация проектов по созданию школ с уклоном русского языка в Таджикистане. Вопросы сотрудничества в рамках авторитетных мировых организаций и объединений были другой темой на встрече высокого уровня Таджикистана и России, и главы государств выразили удовлетворение в связи с партнерством стран и поддержкой инициатив друг друга. В конце переговоров высокого уровня президент Республики Таджикистан пригласил Владимира Путина посетить Таджикистан в любое удобное для него время. После завершения встречи переговоров состоялась церемония подписания документов. Под совместным заявлением глав государств расписали президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин. В присутствии глав государств был подписан пакет новых документов о сотрудничестве. Президенты двух стран Эмомали Рахмон и Владимир Путин провели пресс-конференцию, где выразили удовлетворение относительно итогов встречи переговоров на высшем уровне. После завершения встречи переговоров состоялась церемония подписания документов. Под совместным заявлением глав государств расписались президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин. В присутствии глав государств были подписаны 17 новых документов о сотрудничестве, в том числе соглашение между государственным унитарным предприятием «Таджикская алюминиевая компания» и публичным акционерным обществом банком ВТБ, меморандум о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Республики Таджикистан и Олимпийским комитетом Российской Федерации, соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Республики Таджикистан и Российской академией наук, соглашение между исполнительным органом государственной власти Сагдийской области Республика Таджикистан и правительством Нижегородской области Российская Федерация о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании между антимонопольной службой при правительстве Республики Таджикистан и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российская Федерация о сотрудничестве в области защиты прав потребителей. План совместных мероприятий между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Российской Федерации на 2019 год. Соглашение между Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан и Федеральной таможенной службой Российская Федерация и об организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, упрощенный таможенный коридор.
Межведомственный протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе в Российскую Федерацию плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Таджикистан. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Хаджент, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года. Соглашение между Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве и оказании содействия Агентству по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством финансов Российской Федерации. Межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Соглашение между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Российской Федерации о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах соединений и воинских частей Вооруженных сил Республики Таджикистан и Российской Федерации при их совместных действиях. По окончанию церемонии подписания новых документов о сотрудничестве главы двух государств Эмомали Рахмон и Владимир Путин провели пресс-конференцию, где выразили удовлетворение итогам встреч и переговоров. В рамках официального визита в Российскую Федерацию президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Также глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, пользуясь подходящим моментом, встретился в Москве с руководителями обществ таджиков, учеными и исследователями, студентами и аспирантами, предпринимателями, специалистами различных социальных сфер, уроженцами Таджикистана, которые работают и учатся в Российской Федерации. В рамках официального визита в Российскую Федерацию основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Уважаемый Эмомали Шарипович, я очень рад вас видеть, очень рад вас приветствовать в Москве. У вас большой визит, у вас переговоры с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и подписание большого количества документов. Я буквально несколько минут назад как раз дал необходимые поручения правительству на подписание документов. А документы важные, хорошие, они касаются и экономики, и гуманитарной сферы, в том числе школ. Ну и на самом деле в ходе этого визита, как обычно, я уверен, мы сможем согласовать позиции по развитию двусторонних стратегических отношений между Россией и Таджикистаном и наметить пути развития этих отношений на будущее. Вот, так что у вас и сегодня были встречи, и вот наша вечерняя встреча. Позвольте вас еще раз сердечно поприветствовать и выразить надежду на очень хорошие результаты вашего визита в Российскую Федерацию. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Я рад возможности встретиться сегодня с вами, обсудить наши двусторонние торговые и экономические вопросы. Хотел бы проинформировать вас, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился почти на 9%. И в этом году с начала года идет хорошими темпами. В области развивается, на подъеме находится культурно-гуманитарной области, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности. Уверен, что сегодняшние
нашей встречи и даст мощный импульс нашим двусторонним отношениям по всем направлениям. У нас есть сегодня о чем поговорить, вопросы не только торгово-экономические, но и вопросы региональной безопасности, нашей и международных повесток дня. Так что очень рад. Давно мы с вами не виделись. Да, взаимно. Спасибо. Спасибо. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение возможностью встречи и обсуждения двустороннего и многостороннего сотрудничества и подчеркнул заинтересованность Таджикистана в укреплении стратегического партнерства с Россией. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в перспективных сферах экономики и торговли, рост оборота товаров, важную роль межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также вопросы многопланового сотрудничества с регионами России. Были обсуждены вопросы поставок сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Россию, активизации механизма финансирования для возведения транспортных и логистических центров, реализации инвестиционных проектов, создания совместных предприятий. Огромное внимание было уделено расширению сотрудничества в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах, особенно вопросам по созданию возможности обучения таджикской молодежи в русских школах путем возведения русских школ в Таджикистане и привлечения русскоязычных преподавателей из Российской Федерации в средние общеобразовательные учреждения Таджикистана. Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, принятия совместных мер по укреплению обороноспособности и границы. 16 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках официального визита в Российскую Федерацию встретился с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы межпарламентских отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации. Была подчеркнута важность стратегического партнерства Таджикистана и России, межгосударственной интеграции в рамках работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Межпарламентские связи были обозначены важным звеном всего комплекса многопланового сотрудничества Таджикистана и России. Состоялся полезный обмен мнениями по развитию и расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, многопланового сотрудничества между регионами Таджикистана и России, привлечению российских инвестиций в экономику Таджикистана, укреплению плодотворных двусторонних отношений в сфере науки и техники, культуры и информации, подготовки высококвалифицированных кадров в сфере образования и изучения языков. На встрече были выдвинуты конструктивные предложения по поиску новых путей развития двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, укрепления обороноспособности Таджикистана, а также по вопросам, связанным с трудовой миграцией. Стороны также обсудили вопросы нынешней ситуации в регионе и мире, методов и способов усиления борьбы против негативных явлений современного мира, таких как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная и транснациональная преступность. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил председателя Государственной Думы Российской Федерации в любое удобное для него время посетить Таджикистан. В рамках официального визита основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, пользуясь подходящим моментом, встретился в Москве с руководителями обществ таджиков, учеными и исследователями, студентами и аспирантами, предпринимателями, специалистами различных социальных сфер, уроженцами Таджикистана, которые работают и учатся в России. Следует напомнить, что в ходе каждой поездки в Российскую Федерацию глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, проводит конструктивные и плодотворные встречи с соотечественниками, проживающими за рубежом, уроженцами Таджикистана. Подобные встречи ранее проводились в Казани, Москве, Челябинске и Екатеринбурге Российской Федерации с соотечественниками, проживающими в бескрайних просторах России. В настоящее время возрастает авторитет и влияние таджиков в Российской Федерации, о чем свидетельствует тот факт, что в более 70 регионах России успешно действуют культурные общества таджиков.
Как стало известно, в ходе беседы большинство проблем, которые были озвучены во время прежних встреч, в результате принятых мер было успешно решено. В ходе нынешней поездки глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, наряду с переговорами и встречами на высшем уровне, также обсудил вопросы деятельности обществ таджиков, обучения таджикских студентов и состояние трудовой миграции в Российской Федерации. На этом завершился официальный визит основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, в ходе которого были проведены плодотворные встречи и переговоры на высшем уровне, а также подписан пакет новых документов. Главу государства Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали высокопоставленные лица правительства Российской Федерации. Официальная церемония состоялась в аэропорту Внуково-2 города Москва. Для этого площадь аэропорта была украшена флагами двух государств. Выстроилась рота почетного караула подразделений вооруженных сил гарнизона города Москва и военный духовой оркестр. После доклада командующего почетным караулом в честь высокого гостя здесь же прозвучали государственные гимны двух стран. Рота почетного караула подразделений вооруженных сил прошла почетным маршем перед высоким гостем. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!